Столбик термометра ниже отметки в 23 градуса не повод для отмены соревнований. Ледовые скороходы Чувашии разыграли награды чемпионата и первенства республики в спринтерском многоборье. Вячеслав Ильин о тех, для кого лед Новочебоксарского городского стадиона оказался быстрым. Чем крепче мороз, тем тоньше заточка лезвия конька. Так что прежде чем выйти на старт конькобежцам, беговые коньки готовят сервисмена, в роли которых, как правило, выступают тренеры или родители. Толщина лезвия у беговых коньков от 1 мм до 1,2 мм. При холодной погоде, когда лед жесткий, желательно иметь миллиметровую толщину, потому что под лезвием конька образуется пленка воды, которая является как бы смазывающим веществом, и при этом скорость увеличивается. Грамотная подготовка инвентаря помогла младшему товарищеву занять 6-е место в группе спортсменов до 16 лет. А абсолютно лучший результат в спринтерском многоборье 175,7 балла набрал 15-летний Тимур Карамов. Причем 9-классник 59-й Чебоксарской школы по ходу соревнований дважды переписывал на свою фамилию рекорд новочебоксарского катка в конькобежном спринте. Мороз не помешал Тимуру промчаться 500 метров с результатом 40,65 секунды. Настоящий конькобежец морозов не боится и готов сражаться в любую погоду. Для подопечного Александра Никандрова республиканские старты стали хорошей проверкой сил перед стартующим уже 3 февраля в Кирове региональным первенством страны. По его результатам лучшие конькобежцы округа получат путевки на финал спартакиады учащихся России. Конькобежный спорт интересный, и дети хотят заниматься. Они приходят, родители заинтересованы, бабушка, дедушки вводят детей обучать, и потом из них мы уже видим появляться хорошие ребята, способные. А дальше уже мы отбираем спортивные группы, группу начальной подготовки, спортивное совершенство и так далее. Вот как у нас появляются остальные ребята. Поиск талантов будет продолжен и в предстоящие выходные дни. 4 февраля на Новочебоксарском катке пройдет республиканский этап всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.